Широкий отклик общественности нашло заявление Владимира Путина в отношении конфликта между Грузией и Россией. Путин отказался вводить санкции экономического характера против соседнего государства. Вместо этого президент Российской Федерации посоветовал властям Грузии в буквальном смысле учить историю, что, возможно, поможет наладить отношения с народами Южной Осетии и Абхазии. Осетия вошла в состав Российской империи в 1700, дай бог памяти, по-моему, в 1974 году. Вошла целиком, и южная, и северная часть, как самостоятельное государство. Абхазия в 1810 году тоже как независимое государство, как княжество. Позднее начали происходить события в рамках единого государства. Южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию, никакой Грузии не было, была Тифлисская губерния. Абхазия развивалась таким образом. Когда разваливалась Российская империя после Первой мировой войны, то Грузия предприняла попытки поглощения Абхазии. Образовалось независимое грузинское государство. И при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям. Нельзя об этом забывать никогда. Если грузинские сегодняшние власти хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии. Я к чему все это говорю? Потому что вот эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. Делая экскурс в историю, Путин назвал деяния грузин в отношении осетинского и абхазского народов геноцидом, хотя об этом сегодня мало говорят правозащитники. В Южной Осетии и не только это заявление расценили как некий посыл к действию. Сотни комментариев в социальных сетях, жаркие дискуссии, заявление президента Путина разбирают на тезисы. Мнения сходятся. Необходимо активизировать работу по признанию геноцида, отстаивать перед мировым сообществом позицию Южной Осетии. Он прямо заявил, причем обращаясь к российским правозащитникам. Это очень важно. Почему они никогда не поднимали, не додумались никогда поднять тему взаимоотношений Грузии и Абхазии, Грузии и Южной Осетии конца 19-го, начала 20 века. На самом деле это очень трагические события были. Фактически тогда был произведен геноцид. И в принципе, когда первое лицо государства говорит об этом, это позиция государства. До сих пор этот вопрос, он, конечно же, поднимался нашей республикой на различных уровнях. Но мне кажется, что теперь нужно более активно продвигать эту тему, более аргументированно. И обращаться в том числе к тем странам, которые признали нашу независимость и установили с Южной Осетией дипломатические отношения. И мне думается, что тогда определенный результат у нас будет. По мнению экспертов, в заявлении Владимира Путина прослеживается еще одно недвусмысленное послание. Властям и народу Грузии не стоит питать иллюзий по возвращению Южной Осетии и Абхазии в состав соседнего государства. Свои ошибки надо уметь признавать. Только в таком случае может быть диалог, считают эксперты. Было высказано то, что Российская Федерация как государство, как правопреемник СССР, как правопреемник Российской империи своих решений в отношении соседних народов, государств, внутриполитических, внешнеполитических менять не будет. Отталкиваясь от исторических фактов, исторических событий, он фактически призывает их оставить все планы и все иллюзии насчет возможного возвращения Южной Осетии и Абхазии в состав так называемого грузинского государства. Но необходимо исходить из тех фактов, которые были, которые имели место.
и что необходимо признать свою ответственность и, соответственно, исходя из этого, выстраивать свои отношения уже с Южной Осетией и Абхазией. Немаловажно и то, что Путин в своем выступлении подчеркнул еще одно историческое событие – разделение Осетии, единого народа, на две части. Российская Федерация как государство, оно правопреемник СССР, Российской империи, оно знает, что происходило, знает хорошо все вот эти исторические моменты, как народ делили на два государства, кем это было сделано. И то, что это ошибка. Наверное, для исправления этих ошибок нужно время, но так или иначе, я считаю так, что в руководстве Российской Федерации это понимание и есть, судя по заявлению Владимира Владимировича. В комментарии российского президента, по мнению экспертов, прозвучали сигналы непосредственно в адрес руководства и народа Грузии. Не поддержав применение санкций, руководство России дает очередной шанс Грузии исправить ошибки. Они получают определенную отсрочку от санкций, от других жестких ответных мер. И у них есть простор и определенное время для того, чтобы образумить разбушевавшихся радикалов, националистов, которые устраивают антироссийские акции. Захочет ли политическое руководство Грузии услышать прозвучавшие от Путина посылы и поменять свою политику в отношении России? На этот вопрос даст ответ время. Мы, в свою очередь, услышали главное. Южная Осетия – признанное, самостоятельное и суверенное государство. И с помощью нашего большого друга России мы продолжим построение государства Алании. Роза Тедеева, Ринат Медоев, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня.